Сидеть. Сидеть, лежать и еще десяток других команд собаки с наставниками повторяют каждый день. Эти знания доводятся до автоматизма. Помимо общих навыков развивают персональные: поиск запрещенных веществ и захват преступника. Хоп. Хоп. Хорошо. Тренируются на свежем воздухе во дворе нового кинологического центра. Здесь административный корпус, медицинский пункт и просторный вольер на 32 собаки. У каждой будет своя жилплощадь. Строительство уже завершено. Ожидается сдача в эксплуатацию. Здесь щенятник, там дальше у нас ветеринарная клиника. Ну, по нынешним меркам очень достойная. В общем, по штату у нас здесь 29 сотрудников, включая руководителя, заместителя, 2 отделения, то есть по специальным собаке, то есть наркотики, взрывчатка и общий розыск. Вот будем в ближайшее время переезжать и работать уже на новой территории. С новым центром специалисты связывают серьезные надежды. Большая площадь объекта и современное оборудование позволят значительно улучшить процесс подготовки собак. Также будет расширен диапазон возможностей якутских кинологов. На базе созданного кинологического центра будет создаваться подразделение по проведению запаховых экспертиз при помощи собак. Оборудование для этого поставлено. Этой ветки в экспертной деятельности на территории субъекта ранее не применялось. Сегодня в якутской полиции несут службу больше 100 специально обученных псов. При этом спрос на способности животных стабильно остается высоким. К примеру, в поиске наркотиков или взрывчатки собачьему чутью конкурентов нет, говорят эксперты. Поэтому особое внимание уделяют будущему поколению. До появления кинологического центра все собаки приобретались со стороны. Теперь специалисты ставят перед собой задачу начать выращивать собственных и надеются, что первые служебные щенки появятся уже в ближайшее время. Дмитрий Макаров, Иларион Федоров, Василий Соловьев. Вести. Якутск.